Ну, в общем, мы сейчас пишемся, и мы продолжаем занятие Зенер. Давайте мы продолжим нашу тему. Я сейчас включу экран. Так, и вы мне скажете, видите мой экран или нет. Вы должны видеть вордовский текст. Теперь мы сегодня пройдем местоимение син. Так, у меня там некорректно, что там другое, что ли, включилось. Так. Так, сейчас, подождите. Так, вы должны видеть мой вордовский текст. Так, видите его или нет? Так, с рабочего стола. Так. Вордовский текст видим? Нет? Написано син, будущее время, син, зин аффиксы. Это видите, нет? Так, или вы видите презентацию. У меня почему-то некорректно отражается здесь материал. Подождите, я сейчас беру презентацию, потому что как-то... Нет, так. Отпишитесь, пожалуйста. Да, вордовский текст. Ага, все. Вы видите вордовский текст. А то я не могу понять. Меня почему-то некорректно показывает. У меня в смартфоне. Ладно. В общем, вы сейчас должны видеть текст. Пёгнер син. Местоимение син. Это местоимение второго лица. Син ты. И теперь мы будем разбирать фразы вот для этого местоимения и с глаголами будущего времени. Те же глаголы, просто мы теперь их будем употреблять с местоимением син. Так, ну вот поехали. Син иртен срейшунерзм. Ну давайте сначала син. Будущее время вы помните ар, ер, ир. Давайте еще раз повторим. Ар, ер для согласных, ир для гласных. Имеется в виду, если в корень слова заканчивается на согласные, тогда примыкает ар-ер. Если корень слова заканчивается на гласные, ойна, допустим, играй, в будущем времени будет ойнир, а не ойнар или не, да, ойнир. А если на согласное, допустим, щун, мойся в данном случае, да, щунар будет мыться. Так, и вот таким образом поехали. Дальше вот син иртен сырей щунарзм. Син ты, иртен утром, сырей лицо, щунар, щун корень слова, ар будущее время и аффикс зин, это аффикс второго лица. Вот теперь запоминайте. Зин, аффикс второго лица. Обязательно надо будет употребить. Ты утром будешь мыть лицо. Ты будешь мыть лицо. Щунар зин. Да. Тизин арлирзин. Тис корень слова. Тизин свои зубы. Арлирзин будешь чистить. Тизин арлирзин. Дальше школа парырзин. Школа в школу. Парырзин. То же самое. Аффикс зин, аффикс зин. Тогсха парырзин. Тогсха на работу пойдешь. Парырзин. Дальше ирда магазин зер. Магазин зер, как-то я вам объяснял, зер это направительный аффикс, но потом мы более подробно будем разбирать. Так, вот, киллер зин. Тут заметили, паркиллерзин. Ирда магазин зер паркиллерзин. Вечером сходишь в магазин. Вот этот паркиль, это сложный глагол пар, означает иди, паркиль сходи. Разницу чувствуете, да? Человек должен пойти и вернуться обратно. В этом случае говорят паркиль. То есть должен вернуться. А если просто иди, то пар. Паркиллерзм. Сходишь в магазин. Дальше. Шис пызырырзм. Шис еда. Пызыр корень слова готовить еду, да? Готовь. Пызырар будет готовить. Пызырарзм ты будешь готовить еду, ну или ужин, допустим, да, если вечером. Шис пызырарзм.
Будешь готовить еду. Ибдеге тогыс идерзим. Тогыс буквально работа. Ибдеге домашняя работа. Иб дом, ибдеге домашняя работа. Идер будет делать. От слова ит делай. Идер будет делать. Идерзим будешь делать. Ибдеге тогыс идерзим. Будешь делать домашнее задание. Хакастелин угренерзим. Угрен учим, угреннер будет учить, угреннерзим ты будешь учить. Хакасский язык будешь учить. Кинда хыграрзым. Хыгр читай, хыграр будет читать, хыграрзым ты будешь читать. Да, ты будешь читать книгу. Я тут еще раз выделю вот эти вот аффиксы второго лица. Син идерзым, парарзым, паркилерзым, да. Пол пазе эдисхамс шунсалерзым. Пол, полы также. Эдисхамс, буквально посуда. Пол пазе эдисхамс. Пазе это соединительный союз и. Полы и посуду. Шунсал. Шунсал это сложный глагол с модификатором сал. Шунсалер помоет. Шунсалерзым помоешь. Полы и посуду помоешь. Тузы щитце узирга щадерзым. Щит буквально достигай. Щитце это аффикс условия, когда достигнет. Туз время. Тузы когда время вот подойдет. Тузы щитце когда подойдет время. Когда придет время. Узирга. Узирга инфинитив спать. Щат ложись. Щадер ляжет. Щадерзым ты ляжешь. Узирга щадерзым спать ляжешь. Буквально, да. Тузы щитце, когда придет время, узирга щадерзым ляжешь спать. Ну вот эти вот глаголы также вы повторите. Некоторые из них вы уже знаете. И будете употреблять во втором, с местоимением второго лица. Помните, что у этого местоимения всегда аффикс зн, зин. Вот син парарзин, син киллерзин. Да, парарзин пойдешь, киллерзин придешь. Вот на сегодня надо будет это запомнить. И домашнее задание будет следующее. Надо будет их употребить те глаголы, которые вы знаете, с фразами на син. Надо будет употребить. Так, теперь следующий блок. Я сегодня хотел бы предложить песню. Песню, это известная хакасская песня. Сарак туп моя мамна, или называется Акумна мыры. Но давайте, прежде чем мы будем просматривать слова, то давайте я сейчас пока вот предложу песню. В общем, лишний раз. Так. Но эту песню я когда-то исполнял на одном из тунпайрамов. В общем, я как-то лучше запись в ютубе не нашел, честно сказать, но придется мне самого себя тут включать. В общем, послушайте песню, а потом разберем слова. Это хакасский тахпах, называется Акуннры. Вы там отпишитесь, если нет звука, напишите, что нет звука.
Ну, в общем, такая получилась песня. Это Акунныры. Вот так. Если вы меня сейчас хорошо слышите, поставьте, пожалуйста, 5. Мине исчезербе. Мине исчезербе. Вы меня слышите? Так. Ну, давайте теперь продолжим разбор песни. Я сейчас опять включаю показать экран. И тут опять включу вордовский текст. Так, вот. Напишите мне, пожалуйста, что вы увидите текст Сарых Туп Моей Мамы. Мы сейчас будем разбирать каждое слово. Так, что вы увидите вордовский текст? Так. Так, ага. Чечарир. Так, Чечарир, хорошо. Так, ну давайте вот разберем Сарых Туп Моей Мамы. Сначала зачитаю текст, а потом разберем прямо по фразам. Сарых Туп Моей Мамны. Сайға паспанды сурбыспын. Сағынғын қызымны албанды. Сарық шорғымның түспеспін. Қызыл туп маймамны. Хумға паспанды сурбыспын. Хынғын қызымны албанды. Қызыл шорғымның түспеспін. Но вы видите, что есть повторяющиеся слова, да, повторяющиеся элементы. Это форма тахпаха. Тахпах, как правило, имеет 8 строк. Это первое четверостишее, да, и второе четверостишее. Принцип рифмовки, принцип аллитерации. Вы видите, что такое аллитерация? Это когда рифмуются первые строки. Да, вот са, и потом на х, х, да. Это обязательное правило, и тахпах всегда должен выдержать вот такую жесткую структуру стиха. Ну, давайте по тексту. Сарыг туп маймам. Маймах – это буквально обувка. Маймам – моя обувка. Маймамны – мою обувку. Туп – кожаный. Туп маймах – кожаная обувка. Сарыг – желтый. Желтую мою обувку. Буквально, да. Сурбыспын. Сурбыспын – не сниму. При каких условиях? Сайға паспанды. Сай буквально галька у реки. Сайға пока не ступлю на гальку. Паспанды пас ступай, паспе не ступай. Паспанды пока не наступлю на гальку. Вот еще раз. Желтую мою обувку на гальку пока не наступлю, не сниму. Дальше. Түспеспін. Түс. Сходи, сойди. Түспе не сходи. Түспеспін я не сойду. Не сойду. Откуда, с чего? Шорга. Шорга это лошадь и находится, или иначе говорят, ну лошадь в общем. Шоргам моя лошадь. Шоргамнан с моей лошади. С моей лошади я не сойду. Сарыг, знаете теперь уже, да, сарыг желтый. С желтой своей лошади не сойду. При каком условии? Албанда, ал бери. Албе не бери. Албанда пока не возьму. Пока не возьму кого? Хыз, корень слова, хызымны. Хызым, моя девушка, хызымны, мою девушку. Сағын, думай, сағынғын, думал. Вот. И получается, сағынғын хызымны. А девушку, о которой я думал, пока не возьму, с желтой лошади не сойду. Это буквально, да. То есть пока я не возьму в жены девушку, о которой я все время думаю, я со своей лошади не слезу. Но, понятно, раньше была традиция карамчения, и карамчили, понятно, не пешком, на лошадях, да, умыкали девушек. И, в общем, этот парень, как бы он дает себе слово, что вот пока я не встречу вот эту девушку, я все время буду как бы в поиске, да. А теперь следующая четверостишая, она, по идее, повторяет ту же идею, то есть мысль одна и та же, что с первой строкой, но тут меняются некоторые слова. Хызыл туп маймамны, меняется окраска. Красную свою кожаную обувку
Хумга паспанда сурбаспан. Хумга, хум буквально песок. На песок пока не наступлю, не ступлю, не сниму. Хынган хызымны албанда. Хынган, хэн буквально люби. Хынган любимую девушку свою пока не возьму в жены, не встречу. Хызыл чоргамнан түспеспін. Хызыл буквально красная лошадь. Хызыл чоргамнан түспеспін. Ну вот, в принципе, как бы текст и несложный на самом деле. Имеется в виду, если вы запомните первое четверостишее, второе вы уже запомните на автомате, только подменивайте хызыл и хум. Хынган и хызыл, и все. И таким образом вы эту песню можете заучить и где-то даже вот исполнять, да, получается. Вот это у нас был второй блок. Так. Ну и давайте последний блок у нас будет традиционно загадка. Хабар газету мы сегодня разбирать не будем, а разберем на следующем занятии. Так, и теперь давайте... Почему на красный меняется цвет? Так, Юля, имеется в виду... Вот я вопроса не понял, откровенно сказать. В смысле, видите, вот это же сарагдуб. Раньше, вот почему сараг, когда выделывали кожу, до покраски эта кожа, она такая желтоватого цвета. То есть это желтоватый оттенок. Хызыл, наверное, после обработки, да? Хызылтуп, маймам. Хызыл чорга, красная лошадь, но в хакасском языке это не совсем красный, как бы, да, хызыл чорга, потому что понятие хызыл, там много оттенков. И хызыл чоргам, да, одним общим словом называется. Ну и потом человек, когда поет песню, это же не буквально совсем всегда хызыл, да. Нужно ведь слова, чтобы подходили еще по рифмовке. Это тоже имеет значение, чтобы по эстетике стиха, в общем, это все подходило для текста. Насчет любви, вот не знаю, вот, не могу сказать, не прокомментирую, короче говоря. Ну ладно, поехали дальше. В общем, сейчас у нас следующая загадка. Шалас олах хар курапше. Вот если бы мне загадали бы эту загадку, я бы, наверное, точно не отгадал. Агыс хырганы. Шалас буквально раздетый, голый. Олах – мальчишка. Хар – снег, курепще – сгребает. Получается, голый мальчишка сгребает снег. Агыс хырганы. Агыс – дерево, хр – скоблить дерево, когда кожицу отдирает, в смысле вот у дерева, да, вот этот процесс скобления, это и есть вот этот сам процесс, наверное, так и прозвали шалас олах хар курепше. Ну, я, правда, не отгадал бы вот эту загадку. Ну, давайте дальше пройдем вниз. Көк инектің соның ах инек килир. Тоже, наверное, не отгадал бы. Инги саптеп тканы. Вот видите, вот раньше все равно вот эти образная система, она была, конечно, понятно, что из бытовой жизни бралась, так как жили хакасы. Мы, конечно, уже от этих традиций отошли немножко, потому что, смотрите, кёк энек. Энек буквально корова. Кёк синяя корова, да. Кёк энек тың соном, а после, вслед. То есть после синей коровы ах энек килир, ах белая, энек опять корова, килир идет. После синей коровы идет белая корова. И разгадка энге саптеп ткене. Энге это буквально иголка. Саптеп, когда нитку вдевают в иголку. Энге саптеп, нитку вдев в иголку, буквальный перевод. Ткене, тык шить. Ткене шитье. То есть процесс шитья, ну, как бы тут еще какое-то более-менее после синей коровы, белая корова. Ну, белыми нитками, видимо, да, как-то вот должна идти ассоциация. Ну, вот за синей коровой снова в свой черед белая корова по полю идет, да, шитье.
Ну, вот такие были сегодня загадки. Так, сургулар парба. Сургулар парба по тексту, по глаголам. Ну, еще раз домашнее задание. Зафиксируем задачу. Наша задача сегодняшнего урока была понимание аффиксов второго лица. Син. Син чунарзм, син арлирзм, син азернерзм, син парерзм, син паркиллерзм, син пызырерзм, син идерзм, син угренерзм, син хыгрерзм, син полчунерзм, син узиргачадерзм. Вот я коротко пробежал, очень быстро, да. Зын, 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 зын. Вот, надо будет вот это запомнить на син. Это основная задача. Так, сургулар парба, сургулар шоғыл, шоғыл. Че келгеніңер үшін алғыс болсын. Спасибо, что вы сегодня пришли. Если вопросов нет, я заканчиваю. Че алғыс болсын, спасибо за это, за шахси сөздер үшін алғыс. Шахси сөздер үшін за хорошие слова спасибо. За теплые слова спасибо. Че пазы туғасқанжа, до следующей встречи. Завтра в 8:30 здесь же. Че алғыс болсын, пазы туғасқанжа. Таңдаға шиттірі. До завтра. Таңдаға шиттірі. Че аным жатыр.